фронті. Я ж рада представити гості нашої студії. Олег Пастернак, политтехнолог. Пане Олеже, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый день. Я предлагаю начать наш эфир с самых последних и актуальных новостей. Как известно, сегодня состоялось заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, где обсуждали ту ситуацию напряженную, которую сегодня мы наблюдаем на границах с Украиной. И там госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает, что Российская Федерация может прибегнуть к провокациям для вторжения в Украину, в частности, инсценировать теракт или химическую атаку на гражданских. Цитирую: «Это может быть насильственное событие в Украине или вопиющее обвинение против украинского правительства. Мы пока что не знаем, что это будет. Это может быть сфабрикованный теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения. Это может быть инсценированный удар БПЛА против гражданских или реальная атака с использованием химического оружия. Россия может описать эти события как этнические чистки или геноцид». Конец цитаты. Я напомню, что буквально несколько дней назад на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Владимир Путин сказал, что то, что происходит на Донбассе, он назвал геноцидом, якобы осуществляемым со стороны украинских властей. Также Энтони Блинкен сказал, что после возможной провокации российские власти будут заявлять о необходимости реакции защиты российских граждан и русских в Украине. Но, тем не менее, он сказал, что Соединенные Штаты Америки хотят разрешить ситуацию исключительно в дипломатической плоскости. Энтони Блинкен предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову провести двустороннюю встречу на следующей неделе в Европе. Пока ответа со стороны России не последовало, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Тем временем Министерство иностранных дел России опубликовало ответы для США по гарантиям безопасности. В документе на 11 страниц Россия предложила США выработать новые уравнения безопасности, в котором необходимым элементом названа проблематика ракет средней и малой дальности. Среди ключевых положений документа это вывод всех войск вооружений США из Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы, Балтии. Россия ожидает от США и НАТО конкретные предложения по сдерживанию, содержанию и формам юридического отказа Альянса от расширения на Восток. И таким образом Россия в своем заявлении обращения Министерства иностранных дел, можно сказать, даже пригрозила Соединенным Штатам и Украине мерами военно-технического характера. Пан Олеже, что скажете? Что происходит, учитывая вот эти заявления, которые я зачитала выше, и учитывая вот то обострение, которое мы сегодня наблюдаем в течение дня на Донбассе в 34 направлениях, если не ошибаюсь, сегодня обстреляли украинские позиции и оккупационные силы? Да, потому что новость, например, об обстреле детского садика в станице Луганской и железнодорожной станции, локомотивного депо, и затем еще в одном населенном поселке, пункте снаряд попал в школу, наверное, эти новости совершенно не добавляют оптимизма в эту ситуацию. Вы правильно сказали, что Российская Федерация, и тут наши западные партнеры логически ставят акцент, ставят задачу сформулировать и реализовать провокативное действие. С химическим оружием, кстати, была уже попытка под Авдеевкой месяц тому назад. Так. Благо, что украинская разведка очень оперативно сработала на опережение. Вопрос с массовыми захоронениями, ну, в кавычках, понятное дело, которые российские телеканалы сейчас массово начинают демонстрировать, и намек на то, что вот вооруженные силы Украины будто бы, да, вот совершали зверские убийства. Ну и мероприятия сегодня практически все российские пропагандистские, не только ресурсы, они пишут о том, что вот были обстреляны Луганск, Донецк, некоторые населенные пункты, и наш штаб при этом отрицает. Вот в такой информационной истерии доказать России правду и практически будет невозможно. Поэтому украинская власть должна выработать очень оперативную, молниеносную реакцию на любые информационно-пропагандистские действия Российской Федерации, которые... То есть просчитать, что она может говорить, все ее нарративы. Это, собственно, делает, нам помогает это делать и Соединенные Штаты Америки. Кстати, они помогали сейчас отбить хакерскую атаку и так далее. Я очень внимательно перед вашим эфиром прочитал ответ России, МИД России Лаврову. Ну, по сути,
сути же ничего не поменялось. Знаете, дипломатические документы надо читать иногда очень внимательно, Да, по 3 между раза. строк. Между строк это само собой, особенно когда исходят они от МИД Российской Федерации. Но есть там кое-что, что меня озадачило. Например? Во-первых, украинская тема идет сразу же после общей характеристики. То есть заметно, что Российская Федерация сосредотачивает основное внимание на украинском направлении, украинском вопросе. Это краеугольный камень будущей выстраиванной Россией в диалоге с Западом или наоборот архитектуры и континентальной безопасности. Там есть момент, связанный с тем, что нужно добавить усилия для принуждения выполнения Украины Минских соглашений. Ну, это мантра, которую Россия, в принципе, поет, и Путин на каждой дипломатической встрече с Шольцем, с Макроном об этом поет одну и ту же песню. Но в конце украинской части написано, что Российская Федерация не против предоставления гарантий безопасности, равных для всех субъектов международных отношений. Так, что это означает? Я это расцениваю, что сейчас между Западом и Российской Федерацией продолжаются негласные переговоры. Собственно, Байден в своем выступлении во вторник об этом тоже говорил. Он сказал, что мы рассматриваем перспективу фиксации письменных договоренностей в случае их достижения. И тот момент, что Россия демонстрирует в этом ответе, что в принципе она готова к дальнейшим переговорам, хотя и обвиняет американскую сторону в том, что кое-что они там игнорируют, да, и поверьте, дело не в ракетах средней и малой дальности. Так, а в чем? Вот на каких пунктах и вопросах они могут договариваться или даже пойти на какой-либо компромисс? Все было бы ничего, если бы мы, сейчас я скажу, потому что мы знаем же позицию Запада. Если бы не сегодняшнее интервью президента Зеленского изданию РБК «Украина», которое тоже нужно было читать внимательно, где президент сказал о гарантиях безопасности для Украины. Угу. Поэтому я делаю логический вывод. Пока он только даже логический. в документе сказал, который должен обеспечить. Да. Что, скорее всего, как вариант выхода из вот этой всей военной тревожной истерии, которая влияет и на экономику Украины, и на экономику других стран, может быть формированием некого пакта или договора международного между Западом и Россией, где будет зафиксирована гарантия безопасности как Российской Федерации, так и Украине. А вопрос НАТО, конечно же, стоит ребром. Возможно, это будет, по большому счету, тайм-аут, да, на вступление Украины в НАТО. Возможно. Я просто не совсем понимаю, о чем именно идет речь, на каких пунктах и вопросах они могут договориться, потому что Россия сегодня видит главной угрозой своей безопасности это расширение НАТО на восток, то есть вступление Украины в Североатлантический альянс. Это является для них красной линией, как они постоянно говорят. В принципе, это та шарманка, которую они уже поют на протяжении последних 8 лет. По этому вопросу на компромисс никто не идет. И в НАТО четко заявили, тогда по какому вопросу они могут договариваться? Мало того, они требуют вернуться к военному потенциалу 97-го года. До основополагающего акта между Россией и НАТО 97-го года. А это неприемлемо для Запада, потому что это фактически означает минимизацию военного присутствия в странах Центрально-Восточной Европы и так далее. С другой стороны, мы же понимаем, что между Россией и Западом все равно будут переговоры. Вы же сами говорите, Лавров будет встречаться с Блинкеном в ближайшее время. Я вам приведу пример, насколько США и Россия могут договориться, и это может быть частично в интересах Украины, дабы снижать уровень напряжения. Ллойд Остин, министр обороны США, говорит с Шойгу, и после этого военные инструкторы выезжают из Украины. То бишь, моменты, когда Запад уступает и Россия уступает, теоретически мы можем допускать. Понятное дело, что нас во всей этой истории волнуют интересы нашей страны и украинского народа многонационального. И интересами нашей страны, безусловно, мы не откажемся от стратегического курса Украины НАТО. Это прописано не потому, что это прописано в Конституции, потому что это наша реальность, которая гарантирует нам устойчивость в будущем. Но с другой стороны,
Президент Зеленский сегодня в интервью этом, которое я еще раз вспомню, сказал в конце очень любопытную вещь. Его спросил журналист: а почему вы хотите встретиться с Путиным? Ну о чем вы собираетесь договариваться, если это нереально? Он говорит: мы можем договориться, зафиксировать статус-кво все как есть, снизить градус напряжения, уменьшить военную эскалацию, убрать с украинской стороны войска и оставить эту проблему следующим поколениям. Сейчас мы не можем ее решить. Зафиксировать, что мы не можем решить эту проблему, но при этом снизить военную эскалацию, прекратить обстрелы и поставить пока точку с запятой. Это всего лишь как вариант. Довольно-таки интересный тезис, согласитесь, я его раньше не слышал с уст главы государства. Это не выход из ситуации. Но очень сомнительно, потому что а как же Крым? А как же Донбасс? Оккупированные территории? И складывается такое впечатление, что в принципе вся вот эта авантюра России с так называемыми гарантиями безопасности, которые заведомо были невыполнимы, как раз были для того, чтобы вот сохранить вот этот статус-кво 2014 года. То есть они же могут эти войска отвели, привели, отвели, привезли. То есть это же может продолжаться вечно. Я об этом говорил. В феврале и в марте ничего не закончится. Это периодический козырь, который Россия будет использовать в случае отсутствия хотя бы какого-то понимания, будет ли подписан вот этот пакт стабильности, стратегической стабильности, о котором, по большому счету, я думаю, контуры которого сейчас вырисовываются в очень сложных, напряженных переговорах между Россией и Западом. Наша большая ошибка, что мы воспринимаем Запад исключительно с позиции протектора и защитника Украины, а Россию воспринимаем как изначально страну либо слишком сильную, потому что, дескать, она диктует свои правила, либо слишком слабую, потому что стоит Западу дыхнуть, и развалится там вся финансовая и макроэкономическая стабильность в Российской Федерации. Вот эти контуры, их надо убрать. Нету этого. В геополитике, в международных отношениях, так же, как и внутренней политики, действуют сугубо прагматические интересы всех стран, исключительно которые зацикливаются на реализации внутренних эгоистических интересов. Украине в этом плане крайне сложно. Поэтому, когда президент, я считаю, начинает аккуратно критиковать иностранные СМИ за их подход и разжигание военной истерии, он частично прав, потому что он исходит от интереса нашей страны. Хотя мы при этом благодарны союзникам, благодарны за военную помощь и говорим, что это весьма положительный момент. Кстати, Россию это больше всего раздражает. В этом своем ответе Российская Федерация намекнула, необходимо Украине, Западу убрать все вооружение, которое они предоставили Украине за последнее время. Но это нереально. С другой стороны, не кажется ли вам странным, что мы в 2014 году, я очень хорошо помню, как украинские политики критиковали Запад за инфантильную реакцию по оккупации Крыма и по вооруженному конфликту на востоке Украины, говорили о недостаточной военно-технической помощи Украине. Сегодня, спустя 8 лет, когда мы видим помощь не только на словах, но и на действиях, экономически, политически, военно-технически, мы критикуем наших западных партнеров. Может быть, часть украинской власти воспринимает это как недостаточную помощь, это тоже нужно не отрицать. Может быть, нам не нравится слишком очевидная эгоизация интересов Запада в решении своих проблем, особенно Соединенных Штатов Америки. Но повторюсь еще раз. Знаете, какой здесь интерес США? Давайте попробуем. Интерес США сработать на упреждение. Афганистан, кстати, потеря Крыма, которую мы сейчас вспоминаем, для США была сюрпризом. Они действовали уже постфактум, когда Россия зашла своими зелеными человечками, когда крымско-татарский народ был поставлен, по сути, перед очень сложным испытанием, и который продолжается до сих пор. Репрессивная практика российской юстиции, по сути, будет требовать в свое время, я уверен, международной реакции, международного суда. Ну а как же разведка? Вот сейчас их разведка говорит о том, что Россия планирует нападать. Что это не было в 2014 году? Я не знаю. Это вопросы к американской аналитике, американской разведке и тем советникам по национальной безопасности, которые в то время окружали Обаму, в том числе и Байден, кстати, в то время был вице-президентом. Да. И он тоже несет тогда минимальную какую-то возможную ответственность, потому что он был куратором украинского направления. Правда. Так вот, и сейчас
США действует на упреждение, потому что повторный инцидент и проигрыш США, особенно после Афганистана, кейса с Афганистаном, они потерпеть не могут себе. Это удар. У Байдена не только выборы, у Байдена рейтинг снизился критически. И он в этом плане ищет какую-то историю успеха. И украинское направление могло бы быть историей успеха, когда он бы остановил бы войну и сказал: ребята, я реально обеспечил континентальную безопасность Европы. Отсюда и соревнования Макрона, Шольца, Эрдогана, всех вокруг украинского направления. Отсюда и их приезд в Украину, и вот эта дипломатия переговорная с Путиным и так далее. То есть и неспроста, наверное, была озвучена дата 16 февраля, и накануне выступления Джозефа Байдена 16 февраля война не произошла, Россия не напала, соответственно, вот эти предупреждения, они сыграли свою роль? Так это было преподнесено? Давайте тут скажем, кто это предупреждал. Британский таблоид The Sun на 3 часа. The Mirror. На 3 часа назначил выступление. Я знаю людей, которые реально не спали в это время. То есть это влияние на массовое сознание, на массовую психологию. Это специфическая категория, да, но при этом иногда информация, конечно же, вносит коррективы в планы и поведения и людей, и в целом народа. В таком случае, чего ждать дальше? Как дальше будут развиваться события? И сейчас Россия уже отправила свой письменный ответ на ответ США по так называемым гарантиям безопасности. Что дальше может После письменного ответа должна быть переговорная линия, и это, скорее всего, будет Блинкен и Лавров. Я не исключаю, что что-то может быть на Донбассе, к сожалению. Я бы не хотел этого говорить, потому что уже то, что сегодня мы видим, это уже что? Возможно, это страшный эпизод будущей эскалации, поэтому... Но при этом нужно понимать, что самые оснащенные, самые крепкие, украинские воинские части сейчас находятся на Донбассе. И вот это окружение по периметру, Беларусь, учение до 20 февраля, дальше периметр российско-украинской границы, дальше Донбасс как зияющая проблема и потенциально горячая новая точка. Это Крымский полуостров, который превращен в военно-милитарную базу Российской Федерации. Крым Россию исключительно интересует с военно-стратегических точек зрения. Все, точка. Его не интересуют межнациональные отношения, потенциал курортный. Нет. Для Путина Крым – это всего лишь полигон для отработки его военных имперских настроений и технологий. Не больше. Иначе мы увидели бы сейчас реально процветающий Крым. Он не процветающий. И сами русские, которые остались или приехали жить в Крыму, Крым это ВКонтакте, в других социальных сетях это подтверждает. Иногда можно посмотреть переписку крымчан, которые живут там сейчас в Крыму. Но оставим эту тему. Дальше. Черное и Азовское море. Очень опасная зона, потому что это большая уязвимость с военно-стратегической точки зрения для Украины. Это Приднестровье. Весь периметр. И смотрите, если, например, Российская Федерация, если, например, Путин, у него же козырная карта признания бандформирования, я их называю напрямую, бандформирования, террористические, по сути, организации, так называемые ДНР и ЛНР. После этого ДНР и ЛНР были провозглашены в 2014 году в границах всей Донецкой и Луганской области. Да, они же в своей так называемой конституции еще записали. Абсолютно правильно. На всю... Очень точно вы сказали. Значит, смотрите, логика какая? Эти боевики начнут просто двигаться на подконтрольную сейчас Украине часть Донецкой области. Это примерно 2/3 Донецкой области и примерно чуть меньше половины Луганской области. И, естественно, вот вам развязывание вот этой новой горячей фазы. А все остальные российские войска по периметру будут сдерживать остальные украинские части маневрами, провокативными и так далее. Мне кажется, вот он план Российской Федерации. Вот он план. Ну а с другой стороны, если они признают так называемые ЛДНР, то они выходят из Минска. Да. Понятно, что они де-факто
как-то вышли из Минска еще давно, когда А Россия не признает себя стороной даже Минска. Смотрите, они сегодня в этом, кстати, в ответе Но при Лаврова... этом они же постоянно говорят о необходимости имплементации Минских соглашений. Говорят. Если Россия выходит из Минска, это же для нас хорошо. А что им мешает? Хороший вопрос, но смотрите, а что им мешает сказать, ну все, Минские соглашения не действуют, Украина их не выполняет. Извините, что мы можем сделать? Так весь мир знает, что это Россия их не выполняет. А что весь мир может сделать, кроме санкций? Давайте я вам скажу, что сказал посол России в Швеции по поводу санкций. Не хочу произносить это в эфире. Да, жуткую нецензурную фразу. Ну вот и все. Российская Федерация, тему санкций в случае их включения для себя проработала. То есть они отобьют этот удар. Конечно же, это повлияет существенно на экономику России, может быть, не очень существенно. Эффективно было бы, вот сегодня в Британии эти моменты возникают уже в медийном пространстве британском. Они говорят, реально нужно вводить финансовые санкции на счета российских олигархов. Да. Это не обсуждается, слава богу, что об этом уже пришло понимание этого. Это более болезненное, чем, например, другие какие-то предполагаемые меры, которые имеют больше характер галочки. Поставил Запад себе галочку, мы ввели санкции, мы как-то ответили. Но это не асимметричный ответ Российской Федерации. Честно вам говорю, при всем уважении и благодарности к нашим западным партнерам. Это не асимметрично. Это всего лишь дань взглядам общественного мнения европейскому и американскому. Поэтому реальная угроза перерастания, скажем так, возникновения нового очага проблем на Донбассе я вижу в этой всей истории. То есть правильно ли я вас понимаю, что если Российская Федерация признает независимость так называемых Донецких и Луганских областей, республик, да, то эти прокси-режимы, эти террористы пойдут дальше? Да. На все подконтрольные территории Украины, Луганской и Донецкой. Их задача, довести линию соприкосновения до административных границ Донецких и Луганских с соседними украинскими областями. Поэтому не будет ли это считаться дальнейшей агрессией России? Естественно, будет считаться. Но это же об этом и предупреждает Байден. За собой вот эти санкции, о которых предупреждает Байден, Джонсон и ряд европейских лидеров. Это будет изменение миропорядка вообще. И Россия готова. Но это не связывает руки России в таком случае? Не связывает, абсолютно. У нее попытка сформировать альянс с Китаем. Раз. У России есть маневры использовать аккуратно этот тезис. Вот мы же с вами говорили, в ответе Лаврова написано, Россия оставляет за собой право на военно-технический ответ. Да. И это опять приглашение к столу переговоров. И задача максимум сделать Минск-3, условно, в кавычках, который будет еще хуже, чем Минск-2. И тогда поставить украинскую власть, нанести ей серьезное репутационное поражение. Опять у нас возникает почва для внутриполитических конфликтов, потому что мы по-разному можем по-разному, некоторые граждане по-разному будут оценивать поведение Зеленского, они будут требовать от Зеленского военного ответа в ответ на действия Российской Федерации. И большинство из нас будет ждать, когда наша армия, сама армия будет этого ждать, приказа. А вот тут вопрос ребром. Какое решение примет президент Украины? Президент Украины больше склонен к миролюбивой риторике. Тем более, я вам хочу сказать, что сейчас подконтрольная часть, я буду называть условно украинский Донбасс, активно восстанавливался. Взять хотя бы последнее решение парламента, который принял решение, ратифицировал соглашение с Европейским инвестиционным банком о выделении денег на строительство, особенно дорог, подходов к КПВВ, в частности от Троицкого, Сватова и до других подконтрольных Украине городов. И этот проект, то есть мы показываем, что мы заинтересованы в экономической инфраструктуре и восстановлении нашего края. И, естественно, вот эти все моменты, связанные с потенциальным превращением региона в горячую фазу, они украинской власти ставят вопрос ребром. Самоопределение. И тут я не знаю, как будет вести себя украинская власть. Очевидно, нам нужно будет применять какую-то военную меру защиты от посягательства. Как вы думаете, реален ли хорватский сценарий деоккупации Донбасса? Хороший вопрос. Хорватский сценарий стал возможен благодаря объективной, хорошей
сприятливой украинским языком, да, геополитической конъюнктуре, которая сложилась. Плюс хорваты, они фанатично понимали, что вот есть Хорватия, и они должны ее защитить. То есть там был консенсус общества, элиты, армии. Это раз. Во-вторых, там, в принципе, Запад махнул рукой на то, что совершило хорватское правительство. Тогда возглавлял президент Франjo Tudjman, который провел потрясающую акцию и ликвидировал проблему в корне. В корне, жестко. Да, да. И, в принципе, и Азербайджан, Нагорный Карабах. Провел, там была геополитическая поддержка Турции. И нейтралитет России, а возможно и соучастие, негласное соучастие России, если честно. Потому что иначе бы Россия не позволила бы этому совершить, потому что это потенциальная зона интересов и фактически стороны Минских договоренностей США и Франции тоже абсолютно. Молчали, можно сказать. Поэтому я возвращаюсь к идее, высказанной сегодня Зеленским. Может быть, как вариант. Конечно, это не выход из ситуации. Оставить эту проблему для будущих поколений, а сейчас законсервировать все и остановить обстрелы, эту окопную войну, эти теракты, по сути, сегодня действия квалифицированные как теракты. То есть, по факту заморозить конфликт? По факту заморозить? Нет, почему? Почему стену? Мы можем работать дальше с ОРДЛО, формировать социальные программы, инфраструктурные программы восстановления, помогать, например, прекрасная инициатива по поводу вступления жителей, детей из ОРДЛО в украинские вузы, хотя она уже критикуется некоторыми. Но поверьте, это люди. Я все-таки в этом плане, наверное, больше не хитрый политтехнолог, я больше, наверное, гуманист, потому что это люди. Хотя мы все прекрасно понимаем, что с Российской Федерацией о гуманизме говорить, наверное, себя не уважать. Дякую вам дуже, пане Олеже. Спасибо большое, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Политтехнолог Олег Пастернак был гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжит информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. А после мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Оставайтесь первым крымско-татарским. Куршкенч.